У рябчика даже голова оторвалась, в руках держал. И ружье капитально ударилось. Ребят, от меня примерно под выстрел косачи сидят. Попал, ребят. Четко упал он. Сегодня день рябчика у меня такой. Вон они, красавцы. Фух. Берите слова свои обратно, потому что этот дальномер, данные выстрелы мне очень сильно помог. Ага, есть. Попал. Еще две там туда полетели. Несколько рябчиков у реки. Одного я там, добыл, он упал. Пошел за другими, а другие уже улетели, видать, их тут нету. Стреляю экспансивными патронами лей. Не хочу разбавлять их одним патроном. Все, на ночевку они улетели. Да и тут место такое. Как-то случайно я их и заметил. Может, где-то они еще тут есть, но искать не знаю. Туда уже не хочется идти вроде. Да, далеко улетели все. Слышали? Не знаю, в какой стороне. Пошел я искать. Надо найти место выстрела, где я стрелял. Он недалеко был. Он упал смертельно. А вот он. Чуть не прошел. Вот он, ребята. Вон он. Нашел. Третий рябчик сегодня. Удачненько. Береза такая толстая. Фух. Вот, ребят. Классно попал. Что-то в сторону шеи вроде как. Значит, пуля чуть-чуть выше пошла. Ну ничего. Нормально. С добычей нас. Шел на лед спускался, а тут оказывается лед, блядь, прорыс. Я так упал. У рябчика даже голова оторвалась. В руках держал. И ружье капитально ударилось. Капитально. Капитально это, я имею в виду,
Для оптического прицела может сбиться там. Вот это да. Это ударчик. Все. Пойду пару поворотов по реке. Может еще в кустах, таких ивниках увидим рябчиков. А может и нет, потому что уже вечер. Ну как вечер? Они долго зимой. Быстренько они кушают и набирают почки. И уже в лунки ныряют. Блядь, неудачно я упал, конечно, сейчас. Со мной все хорошо, нормально, но ружье ударилось сильно. Так можно повредить. Оптический прицел или ствол погнуть там легко. Так что, не знаю. Ну, надо пострелять по-новому. А сейчас вот, сегодня пострелушки мне в принципе понравились. С близкого расстояния. Издалека со 100 метров, конечно, тяжелее добыть. Упор нужен. А вот с близкого расстояния, в принципе, 3. Вон, бля, птица. Ребят, от меня примерно под выстрел косачи сидят. Сейчас будем подходить. Также упора нету стрелять. Но посмотрим, что получится. Несколько штук. 76 метров. Даже 100 метров нету. Семьдесят шесть. Чуть-чуть не понял. Попал? Нет, блядь. Попал. Попал, ребят. Четко упал он. 70 с лишним метров. Там еще сидят дальше. Не все взлетели. Тут вроде тоже есть. Да, косачи тут. Ветка мешает. Попал.
упал. Улетели. Отсюда тоже улетели. Ок, поздно заметил. Попал. Под ранком ушел. Так, 2 штуки есть, 1 подранок. Этот тяжелый подранок. Надо искать. Тяжелый подранок. Ух ё, густая для тайга. Ой-ой-ой. Так, первого нашел. Ха! Смотрите, кто рыбет. Рябчик. Я думал, косач. А тут рябчик оказался. Ничего себе. Рябчики похожие на косача, блядь. Вот это да. Вон еще один. В перемешку, оказывается, они были. А нет, это не то. Не то посмотрел я. Так. Вроде эти березы. Ребят, второго пока не нашел. Обратно туда схожу, откуда стрелял. Ориентир я потерял. Я думал, косач. А тут рябчики, ребят. Там сидят еще. Вот туда к ним схожу. Вот это да. Вон. Крупные, честное слово. По этой буранице обратно пойду. Ноль эмоций. Не попал. Блядь, уиз. Сучья мешают.
попал. Один упал. Сучьи очень сильно мешают. Промах. Даже близко не попал. Или же ветки мешают, ребят. Опять прилетел. Все, начали улетать. Еще один. Хватит. Этого возьмем. И надо возвращаться. У меня фонарика нету, ничего. Стемнеет. Ой, блядь. Искать самое сложное. А вон он. Вот он. Вот, ребят. Крыло перебило. Отлично. Все, хватит. Если по пути будет, будем стрелять, а так не буду за ним больше гоняться сегодня. Так. Вон эти два дерева. Надо с места, где стрелял, надо посмотреть. Ну вот. Тут еще вот. Там намертво один упал. И подранок. На подранка вряд ли найдем. Конечно, до последнего буду искать. А там как получится. Сегодня день рябчика у меня такой. Вон они, красавцы. Фух. Подошел я. Фух. Вот отсюда я стрелял. Понятно, вон. Так, подожди. С этого дерева. Я искал чуть правее. Надо с этого места искать. А четвертый рябчик ориентирует, то береза большая. Вот в том направлении он улетел. Но он тяжело улетел, в принципе. И слышал, как попал. Сейчас этого найдем. Уф, вспотел, блядь, пиздец. Так. Нехорошее место там, конечно, даже. Сразу напрямик пойду. В принципе, ну да. Думаю, вот возле этой березы. Под этой березой. Я уже перо вижу. Перо уже вижу, ребят. Перо есть. Вон, птица тоже должна быть тут.
Вон еще перья. Кругом перья. Так. Внимательно надо смотреть. Вот это береза. Вот тут надо. Сейчас обойти надо. Вон кругом перья. Так, подожди. Да, нашел, наконец-то. Вот она. Ух. Мощный такой, блин. Фу. Хорошечно. Вот так. 3 штуки. Ну вот, ребят. Сегодняшняя добыча еще прибавилось 3 штуки. Фу. Ну что, пару слов. Немножко надо подостыть. Я вспотел. Настрелялся сегодня. Очень хорошо настрелялся. Были промахи. Есть подранок. Ну и в данный момент 6 штук рябчиков сегодня я добыл. Еще по пути буду одного искать. Он тоже подранком там. Но он упал. Не знаю, найду или нет. Что могу сказать, ребят? Я прицеливался и стрелял в косачей. Такие они крупные мне казались, эти рябчики, что я думал-то это косачи. Ну, я надеюсь, свои слова вы, кто мне написал про дальномер, что он ни к чему, берите слова свои обратно. Потому что этот дальномер, данные выстрелы мне очень сильно помог. Потому что я думал, там до птицы примерно 100 метров, оказалось 70 с лишним, я озвучил сколько метров. Перед выстрелом хорошо, что я проверил. И уже я стрелял под яблочко, не в птицу. Если я в птицу выстрелил, у меня пуля пошла бы выше. Всегда буду с собой брать. Потому что для мелкашки вот это самая нужная вещь. Сколько лет я мечтал об этом, что-то там думал, не решался. А сейчас вот в данный момент у меня она есть. Он помог. Кому интересно, откуда я это взял, можете в описании я оставлю, ссылку в описании оставлю. Посмотрите там, присмотритесь там. Вещь, конечно, хорошая. И я сейчас падал, у меня весь в крови оружие. Падал на... Сейчас ударился оружие, я думал там, сбился прицел. Но пристрелку я показывал вам, со 100 метров я не попадал. А сейчас 70 с лишним метров в рябчика попал. 2 раза. 3-й поближе был. И 4-й еще вот, ну, надеюсь, найдем. Так что все зависит от стрелка. Оружие. Я думал, что проблемы с оружием. Проблема во мне. Если неровно прицелишься или не определишь расстояние, уже пуля пойдет не туда, куда надо. Надо упор. Для стрельбы с мелкашкой надо упор. Вот. Все классно. Мне сегодня очень понравилась эта охота. Давно уже мне так не везло. Осенью столько, как сказать, рябчиков я не добывал. В этом году, как сегодня, в один день, так четко повезло. Ну, надеемся, что это не последнее еще. Дальняя дорога до машины, может еще постреляем, удастся еще. А сейчас пойдем, давайте искать. По пути буду искать этого рябчика. Если найдем, выйду на дорогу и газку. Сейчас уже будет вечереть. Рюкзак у меня каменный век. Но этот рюкзак, ребят, 100 грамм весит, 100 грамм. Он легкий, компактный, удобный. Мне все устраивает. Я не буду таскать там 5-килограммовый крутой рюкзак. Этот самое то. Тоже белый. Но рюкзак уже нормально сегодня. Я доволен. Что нам тайга дает, то и берем. А что не дает, то бесполезно искать. Не найдешь. Так что
Всякое бывает на охоте. Так, а патроны еще надо достать. Точно, патроны у меня закончились тут. Даже представления не имею, как здесь найти, куда он улетел. Ого. Когда уже, блядь, видишь, и то не находишь. Под дерево падает, ищешь и не находишь. Не, бесполезно. Озеро по пути. Нет, ребят. Я говорю, когда дает тайга, берешь. Не захочет давать, бесполезно искать. В той чаще, где это перья или нет там. Листва. Но лисы найдут. Короче, потерял. Бесполезно. Не буду искать, ребят. Кто охотник, поймет, а кто нет, так напишет всякую ерунду. Вон рябчики. Снова вот сюда куда-то сел он. Ветки шатаются. Вон еще один. Ох, взлетел. Тут еще есть. А, вон он, оказывается, где был. Я думал, здесь поближе. И там еще один должен быть. На вершинке там. Видите, сколько их тут. До черта. Вон, еще один. Просто не замечаешь их. Вот еще один. А, одного вижу, ребят. Попал. Попал. Тоже метров 70 было. Что-то не очень хорошо упал, конечно. Так. Бля, очки потеют, ужас. Вот еще один. Сел. Кроме этого должен быть еще. Вон он. Сколько же их тут? Так. А, вон он. Вот этого я искал. Вот это. Сейчас под этим деревом у нас рябчик. Сейчас еще пройдусь тут. Вон еще один. Или нет? Это не птица. Вы даже не представляете, сколько тут рябчиков оказалось.
Вот один выстрел сделал, он упал. Там были, здесь были, вот тут были. Короче, никого не увидел, только взлет и улетают и все. Да, вот это да, действительно редко так. У меня такого редко так бывало, чтобы столько рябчиков. Ну, сейчас попробуем найти, ребят, не знаю. Тоже вот, наверняка он ему попал. Вот под ранком, когда падают, не очень хорошо. Смотрите, какой густой лес тут. Да, перья есть. Перья вижу. Вон они, перья. Найти бы еще птицу. Вот тут такие следы интересные. Или под ранком он шел, или что? Крови ничего не вижу. Вон он, нашел его. Вон сидит. Ага, есть. Нашел. Тоже, блин, подранок. Ну, хоть нашел. Так. Ох, блин. Фух. Нашли, ребят. 7-й. Все. Шабаш на сегодня. Хотел там еще идти, но здесь в сторону избы пойду и уже по своим следам пойду обратно домой. Вот так. 7-й рябчик. Но тут, скажу вам, их очень много. Очень много, удивительно много. А, Степин дом тут. Думал другой. Ну, все ништяк. Все. Одним словом. На месте, блин, спить захотелось. Там у меня термосе. На донышко только 50 грамм надо. Такой 30 миллилитров надо осталось. Придется перетерпеть. Ну вот, ребят. По своим следам иду. Хорошо. Сейчас последнего рябчика там осмотрел, почему не было крови там. Оказывается, пуля задела ему плечевую часть. И касательно как-то прошла, короче, косточки разбила, и поэтому крови нету. Когда в шею попадает, очень много крови там. Туловище, печень, когда разбивает. И сегодня стрелял экспансивным. О, слышали? Они уже на ночлежку уже будут собираться. Короче, экспансивным стрелял. Дома посмотрю, насколько. А так, навскидку там туловище целое, не разбито, ничего. Внутренности, конечно, да и хоть обычный патрон там воротит, будь здоров. Вот. Сюда больше, наверное, конечно же, вряд ли приду. Пусть потом Степа их гоняет. Блин, в куче они, оказывается, были. Сколько я прошел до сюда, только видел одного. От машины. Так, от машины. А, трех рябчиков, да. От евро избы одного рябчика.
И все. А здесь их толпа. Много. Кучковались, как косачи. Прям странно как-то. Зимуют они так. Второй год уже я это замечаю. В прошлом году по первому снегу охотился тоже. Но в прошлом году я их не стрелял. Видел, но не стрелял. А в этом году, ну, решил так и думаю, нормально, не пустой. А не стрелял бы вообще. Короче, это мое такое решение. Когда стрелять, когда нет. Вот так. Одним словом, тут больше снимать нечего. Если будет какие-то интересные моменты, а так, болтать уже я не стану. Буду просто идти, а возле машины уже, может, включусь. Вечером, ребят, тайга еще красивее. Видите, как красиво. Сейчас я иду и думаю только о еде. Я так хочу сейчас чего-нибудь съесть. Так проголодался. На животе журчит. Все. О, красиво как. Иней со снегом. Опа. Гнет деревья в этом году очень сильно. Высокие, тонкие деревья каждый год так гнутся. Но они не ломаются. Они вот эти березы выпрямятся. Осина ломается, елка. Береза крепкая, выносливая. Самое главное, до темна успели, ребят. Все, я у машины. Будем греться. Двигатель погрею. Переоденусь и газку домой. Халат, ну этот пиджак надо раздеть. Одно единственное препятствие для походов на первую избу — вот этот мост. Это самое... Если уплывет все, мне просто не доехать туда. Это Зимник. Летняя там слева дорога, по которой я ездил летом, осенью. А это Зимник. Там болотистые места, потому и здесь невозможно на УАЗике ездить. Только пешком. Ну, сейчас что-то переделали, не знаю, посмотрим. В будущем году все вы будете видеть. Пипец, на Жигулях. Вот это да. Съездил до первой избы. Ништяк. Не ожидал. Да, и фильм будем заканчивать, ребят. Я уже доехал. Сейчас будет село. Не село, а деревня Алексеевка. Ну и через 3 километра наше село. Вот такой поход был сегодняшний.
Тут тоже выгружается лесовоз. Даже... А, нет, с прицепом. Я думал, там 2 лесовоза. Это у предпринимателя, откуда я дрова возил. Ну, одним словом, до следующих походов. Спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, дизлайки. Ждите новые фильмы. Будьте здоровы.